Накануне в России отмечали День парламентаризма. Праздник учредили в 2012 году. В этот значимый день в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча парламентариев регионов страны. На встрече побывали и наши корреспонденты. Именно в этом здании ровно 112 лет назад начала свою работу Государственная Дума Российской империи. Сегодня парламент России, Федеральное собрание, состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. На официальном открытии заседания Совета законодателей присутствовала Валентина Матвиенко. Здесь обсудили вопросы, касаемые Уголовного кодекса. Так, за незначительные преступления можно будет избежать уголовной ответственности. Новый институт носит название уголовного проступка. Вместе с тем, гуманизация законодательства не должна перечить главным ценностям – жизни людей. При принятии решений по снижению административной нагрузки на бизнес нельзя забывать о вопросах безопасности. В памяти свежа страшная трагедия в Кемерово, когда система государственного надзора и контроля дала непростительный сбой. На повестке дня заседания комиссии Совета законодателей по делам Федерации, региональной политики и местному самоуправлению. Стали вопросы по формированию комфортной городской среды, противодействия коррупции и планирования грядущих работ. Проект КГС реализуется не так давно, но уже приносит свои плоды. Так, на данный момент по стране новый облик приобрели более 19,5 тысяч дворов. Недостатки проекта также выявлены. Это сжатые сроки, отчасти неудовлетворительное качество проектно-сметной документации и основной момент – нехватка финансирования. Эту проблему отмечает и Якутия, и Кемеровская область, и Чукотский автономный округ. Проект будет продолжаться еще как минимум 3 года. Значит, мы предлагаем путем введения повышающего коэффициента для районов крайнего севера или Восточного федерального округа увеличить соответствующий объем финансирования. Потому что это будет, наверное, справедливо в силу специфики этих территорий. В заседании Совета законодателей традиционно принял участие и председатель Госсобрания Илтумен Александр Жирков. Сейчас Российская Федерация имеет такой ряд таких рамочных, таких точечных законов, которые, в общем-то, концептуально определяют ту правовую базу, на которой развивается в настоящее время и будет развиваться в будущем Дальневосточный регион. Во второй половине дня участники заседания встретились с президентом России Владимиром Путиным. Многие выступающие сегодня указали на преемственность традиций народовластия в России и призвали к эффективности законотворческой работы. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.